В Уфе ученые создали аппарат, производящий живую воду. После магнитной обработки полив этой жидкостью ускоряет урожайность сельскохозяйственных культур в 1,5–2 раза. Кроме того, полезную воду можно использовать и в питьевых целях. В лаборатории Аграрного университета побывал Алексей Медведев. Набираем простую воду, простую водопроводную воду, и пропускаем с разной скоростью, то есть от, например, 0,2 метров в секунду до метра, например, в секунду через магнитный аппарат. Устройство аппарата незамысловатое. Пара контейнеров, несколько кранов, манометров для измерения давления воды и метапол, внутри которого обычный неодимовый магнит. Но с его помощью всего за полгода ученым удалось увеличить урожай овощей более чем на 10% по сравнению с контрольной группой. Видно, что схожесть семян улучшается, рост ускоряется и урожайность на самом деле поднимается, не на 15, как теоретически, а где-то на 10–12%. Второе направление деятельности ученых – очистка воды. Под воздействием магнитного поля отрицательно заряженные частицы становятся положительными и притягиваются друг к другу, что увеличивает скорость осаждения взвесей. Но в этом методе есть и свои минусы. Память воды всего около 10 часов. Поскольку вода сохраняет полученные свойства недолго, набрать ее, например, в такие контейнеры и привезти на поле не получится. Так как же эта технология применяется в сельском хозяйстве? Вот такие вот трубы с мощным магнитом внутри устанавливаются на дождевальные аппараты поливочных машин, то есть непосредственно в месте выхода воды. Практические исследования проходили в течение года, как на базе университета, так и в полевых условиях. Эксперименты проводились в совхозе Дмитриевки, который имела на своем балансе и площади угодий поливные, где устанавливались волжанки и фрегаты. По словам ученых, в результате эксперимента урожайность картофеля, моркови и капусты выросла как минимум в 1,5 раза. Проект уже отметили на республиканских и всероссийских конкурсах. И в ближайшее время изобретатели планируют начать сотрудничать с малыми сельхозпредприятиями республики. Алексей Медведев, Вадим Зараев, Вести, Башкортостан.